Sabahınız hayır olsun. Saygılı Gagavuz dilini sevenler. Bugün sizinle 5. uğrağımız. 5. üretide sizinle biraz tekrar yapacağız. Tekrarlayacağız geçmiş materyalları. Hem de yeni materyalımız da var. Başlayalım mı? Başlayalım. Tekrar. Laf sandığı. Tekrar. Повторяем. Dağlık. Лес. Bayır. Гора. Возвышенность. Горка. Пара. Деньги. Черчеве. Рамка. Роль. Гези. Поход. Сыра. Очередь. Иди. Резинка. Мы это с вами проходили. Сейчас повторяем. Вы проверьте ваши знания. Шише. Бутылка. Бутылка. Тут мы точки забыли поставить, да? Сейчас мы их поставим. Шише. Вот они. Тафта. Доска, дощечка. Телефон. Temiz, pak, чисто. Турист, вагон, ваза. Мейдан, площадь, открытая местность. Nerede, где. Hasta, больной. Sağlam, здоровый. Bulut, облако, туча. Инсан, человек. Каюк, лодка. Зор, сложный, трудный. Колай, легко, легкий. То есть легко сделать, имеется в виду. Колай, легко. Yakın, близко, близкий. Uzak, далеко, далекий. Yabancı, чужой. Aşırılı, тоже чужой. С дальних мест, скажем так. Açık, открытый. Kapalı, закрытый. Обратите внимание, как пишется açık. Açık. Слышим «и», напишем «ы». Açık. Потому что твердые гласные. Видите, «а» и дальше идет твердый «ы». Açık. Открытый, открыто. Gün. День. Hafta. Неделя. Yıl. Год. Обратите внимание, как пишется «yıl». Ай. Город. Ай. Месяц. Месяц. Yıl, год, ай, месяц. Зор, сложный, повторяется, да? Колай, kalın. Зор, колай, kalın. Kalın, толстый. Например, толстая палка, да? Kalın. İnce, тонкий. Клися. Церковь. Попасть. Обратите внимание, попасть. З пишется в конце. Слышим, попасть. Поп. Ач. Дерево. Сесть. Звук. Голос. Кави. Сильный. Кави. Сильный. Юшка. Слабый. Юшка. Узак. Далеко, далекий.
Якын, близкий, повторяется, да, или якын. Ар, тяжелый. Илин, легкий. В килограммах, если смотреть, легкий илин. Илин. Гюзяль, красивый. Чиркин, некрасивый, уродливый, скажем так. Ev hayvanları, домашние животные. Köpek, kedi, köpek, собака. Kedi, кот, кошка. Beygir, лошадь. Koç, баран. Koyun, овца. Кузу, ягненок. Ешек, ешек. Ослик, осел. Тавшан, заяц, кролик. Таук, 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 курица. Друзья, раньше тавшан, таук, авшан писалось без В. И вот наш язык как бы рассматривает наши языковеды. И в некоторых словах вставили, например, авшам пишется с В, тавшам пишется с В, а вот таук почему-то они оставили без В. То есть таук по орфографии, нынешней орфографии пишется вот таким образом, друзья. Вычеркните ваше В. Таук. А в принципе, если тут аушам, таушам пишется с В, тут таук без В. Ну, так посчитали нужным. Пусть будет так. Каз, каз, гусь, бура. Бура, друзья, в Вулканическом районе пишется, слышится долгое У, а оказывается пишется с одним У бура. Может быть, произношение в других районах оно так есть бура. Пишется с одним У бура. Вычеркните одно У. Это индюк, друзья. И индюк еще есть куркан. Во многих районах куркан. Давайте напишем рядышком. Куркан. Это индюк. Эркек. Индюшка. Пипи. И еще индюшонок мини. На нашей страничке вы увидите, друзья, об этом мы говорили, о названиях животных. Очень в разных районах разные названия есть. И если вы хотите, чтобы углубились ваши знания, посмотрите на нашу страничку, там мы говорим об этом. Понятно, да? Хорошо. Деве, верблюд, инек, инек. Корова. Буга. Буга тоже имеет несколько произношений. Буа, бува, быга и так далее. Тоже посмотрите на страничке, мы об этом говорили. Это бык. Ördek. Утка. Kümes. Kümes – это домик для пернатых животных, птиц, да, то есть для домашней птицы. Kümes. Сыр – это скот. В общем, сыр – это скот. Ем – это еда, отруби, то есть приготовленная каша. Ем – это для птиц. От – трава. Бодай – бодай. Пшеница. Кепек – отруби. Un – мука. Папшой – кукуруза.
Папшой уну есть, да, такой? Папшой уну. Кукурузная мука, да? Zaman hayır olsun. Мы уже знаем эти выражения с вами. Zaman hayır olsun. Benim adım Анна, например, да? Nasılsınız? Как вы? Исляем. Хорошо. Я хорошо, да? Помним, да? Им тут есть у нас наши, которые говорят, что это о тебе, да? Исляем. Görüşürüz. Увидимся. Sağ ol. Sen de sağ ol. Когда мы что-то делаем и нас благодарят, говорят sağ ol. В ответ мы говорим sen de sağ ol. Если перевести, будь здоров, ты тоже будь здоров. И вот как переводится наше благодарствие. Kal sağlıcakla и sağlıcakла идет в ответ. Друзья, вот тут еще раз хочу сказать. На саул никогда не отвечаем sana da sağ ol. Как в русском спасибо и тебе спасибо. Нельзя так отвечать. Наши так отвечают, потому что думают по-русски. И вот, пожалуйста, молодежь, будьте внимательны. На ответ Саул отвечаем sen de Саул. Или если вам ответила старше вас человек, Саул siz de Саулом будем отвечать на эту благодарность. Вспомнили, да? Мы об этом говорили и раньше, но я посчитала нужным еще раз повторить об этом. Друзья, вспомним. Нереде, кимде проходили эту тему, помните? Где у нас к основе слова, к слову, значит, присоединяется аффикс да, та или де, те. Помним, да, об этом, друзья? Мы говорили, что язык у нас агглютинативный, то есть экlemli говорим на русском. И к слову, если к слову присоединяются аффиксы, то меняется слово и меняется значение и так далее, да? Вот, например, нереде, где? Вот тут я даже разделила вопрос нереде. То есть даже в вопросе кимде, видите, есть этот аффикс. И поэтому в слове тоже эти аффиксы будут. Нереде, далыкта. Вспомнили, да? После глухих, если слово оканчивается на глухой согласный, то идет глухой опять аффикс начинается с глухой буквы. Та. Глухого звука, да? Далыкта. Байырда. И еще помним о гармонии гласных, друзья. Если тут а, то тут тоже будет, в аффиксе тоже будет а. Далыкта. Байырда. Пишем, пожалуйста, друзья. Вагон, да. Айда на луне. Айда. Узакта. Якында. Булутта. Тут будет два Т, друзья, рядышком. Булутта. На луне, на облаке, да? На туче. Университетте. Помню, друзья, как будет словами заимствованными. Всегда обращаем на последний слог. Если последний слог мягкий, то гласные, то аффикс тоже будет мягким. Университетте, да, друзья? Университетте. Amerika'da. Nerede? Amerika'da. Antalya'da. Edirne'de. Edirne'de. Otlukta. На траве. Otlukta. Топракта. На земле, на почве. Какуда у сестры? Какуда? Токата. Два Т. Рядышком будут. Токата. Дайкада у дяди. Дядуда.
Дядуда. У дедушки. Дяду. Видите, у и идет дальше да, потому что последний слог у. Дядуда. Достумда. У друга моего. Достумда. У моего друга. Достум. Мой друг. Вспомнили, да, окончание, друзья, в 4 уроке учили. Достум. Мой друг, да? Достум, да, у моего друга. Малимде. У моей бабушки. Малим. Бабушка моя бабушка. Малим. Беним малим. Малимде у моей бабушки. Касабада. В городе. Касабада. Нереде? Касабада. Где? В городе. Касабада. Мамуда. У матери. Лелюда. Лелюда. Друзья, это сложное слово, заимствованное слово. Тут в принципе гармония гласных есть, но после л, вообще, друзья, после л, если у нас стоит мягкое, слово сложное, друзья. Лелюда. Мы не говорим лелюде. Может, в некоторых районах есть лелюде, но лелюда, лелюмда. В принципе, казалось бы, гармония гласных есть, следует написать аффикс тоже мягкий, но нет. Заимствование зависит лелю. Обратите внимание, мы не говорим лелю, как полагалось бы, да, обратите внимание на и. Лелю должны были сказать, но мы говорим лелю. Сложное слово, сложный звук, которого у нас нет. То есть звук у нас есть лелю, да, но вот буквы, которые обозначают этот звук, у нас его нет. Лелю. Лелюда. Поэтому аффикс тоже получается твердый. Лелюда. У тети. Тетя со стороны матери и со стороны дяди оба означает лелю. Сестра, то есть, да, сестра папы или сестра мамы, младшая или старшая, не имеет значения. Поняли, да? Батюда, то же самое. Батюде должно быть, да, в принципе. Батю, тоже сложное слово, заимствованное слово. И вот батюда у брата. Видите, заканчивается она мягкая, как казалось бы, д должно быть, но нет. Батюда. Чөп. Джеб, пардон, джеб. Джеб, карман. Некоторые районы говорят джеб, а некоторые говорят, Алтайский район говорит джеб, а основные говорят джеб. Джебте в кармане. Кията в книге. Кията. Кията в книге. Вспомнили, да, друзья? Вспомнили. Идемте дальше. Множественное число вспомним. Çokluk sayısına koyun. Lar, ler, nar, ner. Вспомнили, да? Для того, чтобы слово получилось множественное число, мы присоединяем к слову лар, ляр. Это зависит от гармонии гласных. И еще в некоторых случаях, если слово заканчивается на н или м, пишем аффикс нар или не, тоже в зависимости от гармонии гласных. Мердвен, мердвенер оканчивается на не, значит у нас пойдет аффикс с не. И мягкий гласный, поэтому пойдет нер, да, друзья, вот она, нер. Мердвенер. Топрак-лар. Топрак-лар. Значит, не у нас идет после. Вот аффикс нар-нер, повторим, да? Аффикс нар или нер пойдет только после того, если слово оканчивается на букву н или м, да, друзья? Мердвенер. Топрак-лар. А в остальных случаях лар-ляр, в зависимости от гармонии гласных. Топрак-лар. Тут все твердо, значит аффикс тоже твердый. Мейданнар. Пожалуйста, опять на 2 н рядышком будет. Мейданнар.
Ördekler. Мердвен, лестница, топрак, земля, почва. Мейдан, мы уже это знаем, да, друзья? Постарайтесь слова заучивать. Мейдан, площадь, открытое место, площадка. Meydanlar, ördekler, утки. İpler, niti, ipler, niti. Yıllar, года. Kapılar, двери. Evler, дома. Otlar, травы. Kırlar, поля. Buğdaylar, pшеницы. Ekmekler, хлеба. Манджалар, манджалар. Манджа это соус, второе блюдо. Гагаузы манджа слово употребляют очень даже часто. И оно бывает у нас разное. Картофель манджасы, патlıcan манджасы, лана манджасы, суанны манджасы, пилич манджасы и так далее. Это второе блюдо, которое едим в основном вилкой, да? Манджалар. Kümesler. Кюмес это слово, что вы учили выше. Это домик для домашней птицы. Keçiler. Козы. Kediler. Коты. Кошки. Kazlar. Kazlar. Гуси. Çobanlar. Çobanlar. Чебаны. Чобан. Гагаузское слово. Тюркское происхождение. Заимствовано в русском языке. Чебан. От слова чобан. Sular. Воды. Almalar. Üzümler. Üzümler. Обратили внимание, да? Üzümler. Kazanlar, ведра. Küler, села. İnekler, коровы. И bağlar. Bağlar это сады и еще плюс к этому виноградные плантации. Bağlar. Друзья, значит, в некоторых селах и в некоторых районах bağlarlar говорят. Обратите внимание, bağlarlar получается два окончания множественности. Достаточно одного, и оно в нашем языке верно будет bağlar, друзья. Bağlar, ба это сад, bağlar это сады или виноградные плантации, да, bağlar. Но не bağlarlar, bağlar. Друзья, ben kimim? Кто я? Kimim? Nasılım? Каков я? Или какова я? Какая я? Кто я? Kimim? Ben kimim? Кто я? Вот табличка. В прошлый урок мы с вами проходили эту тему, а тут я сделала в виде таблички. Значит, ben güzelim. Вот, друзья. Им, юм, 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 юн. Да? Если слово заканчивается на согласное, в данном случае «л», то идет просто аффикс «ин». Вот она, вот эта частичка. Если слово заканчивается на гласное, вот, например, в данном случае, видите, «и» на гласное, тут согласное, тут гласное «и», то у нас еще появляется вот эта буква «и», которая скрепляет слово, законченное на гласное, и скрепляет его, значит, с аффиксом. Поняли, да? Сейчас закрепим. Ben güzelim. Я красивая. Sen kısmetlisin. Kimsin? Обратите внимание, даже в вопросе есть kimsin. Ben kimim? Güzelim. В вопросе есть им, и в ответе есть им.
Ben güzelim. Sen kimsin? Вот вопрос. Кысметлисин. Друзья, опять же повторим, если слово заканчивается на гласное, то появляется аффикс, скрепляющий «и». Всегда, во всех случаях. Во всех случаях. Кысметлисин. О büyüktür. Kimdir? Büyüktür. Значит, есть два варианта. О büyük или о büyüktür. Два варианта. Можете использовать это или это. Оба правильных варианта. Значит, нулевой видите аффикс, то есть ничего не идет. Или аффикс дир, дыр, дур, дыр. Поняли, да? Вот они. Biz, мы, из, у, из, уз, üz. Или еще и вот такой будет скрепляющий, если слово оканчивается на гласное. Аскерис. Тут нет гласного, поэтому идет прямой вот этот аффикс. Значит, üz, из, уз, üz. Biz askeriz. Biz askeriz. Мы солдаты. Опять же, обратите внимание, слышим «с», пишем «з». В гагаузском языке нет слов, заканчивающих на «с». Может быть, есть, но, возможно, это заимствованные слова. Или же очень-очень-очень-очень большая редкость. Biz askeriz. Мы солдаты. Biz doktoruz. Мы доктора. Симис. Обратите внимание, в вопросе тоже есть то же самое. Сис. Идет аффикс синис, сыныс, синыс и сунус. Акыллысыныз. Вы умные. Акыллы. Вот здесь заканчивается наше слово. Плюс ю, потому что слово оканчивается на гласное. Скрепляющий ю. И аффикс сыныс. Акыллысыныз. А почему сыныс, а не синис? Потому что у нас все твердое, поэтому идет тут аффикс тоже твердый, гармония гласных. Onlar. Они. Нулевое окончание. Onlar и о, друзья, одинаково. Просто видите, тут наш. То есть множественное число, да? О один, он, она, оно. И onlar, они. Множественное число, даже множественный аффикс видим, да? Нар, onlar. Onlar, они. То же самое, та же самая ситуация. Onlar büyük или büyüktür. Вот я даже взяла тот же самый пример. Друзья, постарайтесь раньше меня, пока я не произнесу, сделать эти, значит, написать до меня. Тут будем писать личное местоимение. Для им, обратите внимание, им. Вот он наш аффикс тут. Да, вот он. Значит, что у нас будет тут? Ben. Пишем ben изляем. Я хорошо себя чувствую. У меня все хорошо. У меня все хорошо. Ben изляем. У меня все хорошо. Я хороший. Тут достум. Я друг. Ben достум. Я друг. Я являюсь другом, так скажем, да? Ben достум. И вот другое. Аффикс син, да? Girginsin. Вот он. Гинсин. Girginsin. Значит, будет sen. Sen girginsin. Ты отважный. Ты смелый. Girgin. Смелый, отважный. Sen girginsin. И вот кавиис. Друзья, вот вам напоминалочка. Если слово оканчивается на «з», значит «биз». «Биз». Вот видите, даже «из». «Биз». «Биз кавиис». «Биз кавиис». Мы сильные. О булгар. Или же о булгардер. Он болгарин. О. Да? Или же он наш.
В зависимости, сколько перед нами человек, этих болгаров, да? Оннар булгардаш, они болгары. Yorgunsunuz. Пожалуйста, аффикс вот такой у нас получился. Siz yorgunsunuz. Вот еще и вам напоминалочка про сис. Аффикс начинается с и заканчивается на з. Siz yorgunsunuz. Вы уставшие. Пишем сис. Yoldayсınız на дороге. Друзья, где, nerede, yolda. Вот. Два аффикса, видите? Yol, дорога, yolda, на дороге. Yoldayız, мы на дороге. Мы на дороге. Yoldayız. Yol, да, на дороге. И yoldayız, мы на дороге. Yız, вот. Вот она, yız. Вот она. Yoldayız. Еще и аффикс заканчивается, слово заканчивается на а, поэтому присоединяется еще и скрепляющее «й». Да, друзья? Гöl'deysiniz. Гöl'deysiniz. Вы на озере, да, друзья? Вот смесь и скрепляющее. Гöl'deysiniz. Вы на озере. Вот. Гöl'deysiniz. Вы на озере. Идемте дальше. Написали? Тут у нас есть, значит, местоимение личное. Нам нужно присоединить аффикс. Sen gençsin. Правильно, я слышу вас. Sen gençsin. Ты молод. Ты молодой. Ben balabanım. Я высокого роста. Я высокий. Ben balabanım. Дальше. Biz akıllıyız. Аффикс «й» будет, да, друзья, потому что акыллы заканчивается на гласное. Акыллıyız. Siz bahçadaysınız. Вы в саду. Bahçaday. В огороде. Bahçadaysınız. Siz bahçadaysınız. Написали? Вы в огороде. Ben sokaktayım. Да, друзья? Sokaktayım. Я. Ben sokaktayım. Я на улице. Sen dağlıkta. Сын. Dağlıktaysın. Несложно, да, друзья? Дайлыктайсын мы. Еще и вопрос есть, да? Ты в лесу? Ты в лесу? Вот оно, одно слово, вот оно. Просто его разделила на части, чтобы вы поняли. Дайлыктайсын. Вот наш аффикс, который мы определили, что это сен, ты. Sen dağlıktaysın mı? Ты в лесу? O parkta. Он в парке. O parktadır. Он в парке. Biz bir aileyiz. Мы одна семья. Biz bir aileyiz. Мы одна семья. Друзья, мы одна семья. Некоторые переводят прямо с русского. Мы семья. Мы семья. Biz bir aileyiz. Обязательно должен быть аффикс aiля. Даже еще и, значит, у нас скрепляющее будет, да? И вот так вот. Мы одна семья. Biz bir aileyiz. Вот вам предложение, да? Мы одна семья. Siz cennetteysiniz. Cennet, рай, друзья. Siz cennet, мало используется у нас слово. Cennet это рай. Cendem это ад, да? Cendem ад, cennet рай. Siz cennetteysiniz. Вы в раю. Вы в раю. Cennette в раю. И еще и аффикс исiniz. Исiniz. Вот. Вот он исiniz, да?
Cennetteysiniz. Cennetteysiniz. Вы в раю. Значит, можно использовать и без сис, да? Cennetteyсiniz. Если даже мы скажем без сис, без этого, да? Cennetteyсiniz. Там будет ясно, что речь идет о вас. Cennetteyсiniz. Потому что это и есть сис. Тут даже есть частички, да, этого слова сис. То есть не уберем, и получается это сис. Сис cennetteyсiniz. Вы в раю. Biz onunla dostuz. Да, друзья, dostuz. Biz onunla dostuz. Тут еще и гармония, губная гармония. Уз. Тут у нас о, дост. Да, вот она, о, губная гармония называется еще. Достуз. Поэтому идет у. Biz onunla dostuz. Мы с ними друзья. Onlar kardeştir. Они братья. Onlar kardeş. Onlar kardeştir. И последний пример. Biz doktoruz. Biz doktoruz. Мы доктора. Идемте дальше. Ben dostum hem ben. Мой друг, да, вот аффиксум. Достум, мой друг и я. Mой друг и я. Посмотрим. Aşağıdaki nişanlıkları eşleştirin. Найдите пару внизу стоящим аффиксом. Тут у нас что-то разбежалось, побежало. Потому что мы кое-что подправляли, там писали. Поэтому, да, друзья, сейчас мы это возьмем все назад, сделаем. Ладно, ничего не будем менять. Когда дойдем, подправим. Хорошо. Узак. Далеко. Пишите, пожалуйста, значение прилагательных. Далекий. Бош, пустой. Хайлас, не любящий работать, лентяй. Хызлы, быстрый. Сессис, бессловный, малоговорящий, тихий. Гениш, широкий. Kötü, плохой. Fakir и yoksul, бедный. Ихтияр, старый. Ихтияр пишется по-разному, друзья. Можете писать ихтияр. Еще языковеды не определились, как правильно писать это слово, потому что слово сложное. Поэтому не находите в этом ошибок, если вы знали, что это ихтияр, пишите так. Наш язык еще развивается, и сказать точно, что он должно быть вот так вот сложно. Чиркин. Некрасивый, уродливый. Уджуз. Недорогой. Дешевый, да, скажем. Кави. Кави и güçlü. Есть у нас еще два таких прилагательных с одним значением. Сильный. Каба. Мягкий. Мутсуз. Несчастливый. Несчастный. Бияс. Ак. Два прилагательных. Белый. Гиргин. Отважный. Зор. Сложный, трудный. Acı, горький. Yumuşak, мягкий. Чиркин, повторяется. Уберем. Итак, друзья, сейчас мы с вами посмотрим, что у нас. Я прошу прощения. Хорошо.
Вот сейчас получится. Ничего не получилось. Ладно, друзья, у вас все там правильно, да? У вас же не разбежалось. Сейчас. Давайте сделаем так. Значит, находим противоположное прилагательное, друзья. Например, узак, далеко. И находим тут, должно быть якын. Давайте я вам переведу. Я ваш, тихий, медленный. Мутло, счастливый. Генч, молодой. Чалышкан, любящий поработать. Работящий. Коркак, трусливый. Колай, легкий. Кара, черный. Зенгин, богатый. Лавчы, любитель поговорить. Якын, близкий. Исля, хороший. Юшка, слабый. Серт, жесткий, жестокий. Жесткий. О поверхности, скажем, да. Гюзель, красивый. Долу, полный. Татлы, сладкий. Дар, узкий. Палы, дорогой. О цене. И, значит, тут boşlukları doldurun. Если возьмем, друзья, boşlukları doldurun. Вот тут вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что мы наделали? Все у нас по кусочкам получилось. Ну, друзья, перед вами табличка, да? Перед вами видите табличку, которую нужно заполнить. Сейчас я вот это все уберу, может у нас получится. Друзья, вот перед вами табличка. Здесь, значит, у нас прилагательные. А тут ben, sen и Санда. Санда это название девочки. И еще напоминаем, что это о, да, она. Ben kulağım. Пишем сюда кулаем. Кула это рыжая, светлая. Кула светлые волосы, рыжий человек, скажем, да, кула. Hızlı, быстрая на руку. Hızlı, вообще быстрый. Назлы, кокетливый, кокетливая, да. Я ваш, медлительный, медленный. Üfkeli, сердитый. Кави, это у нас будет кави, сильный. И коркак, напуганный, испуганный, трусливый, да. Хорошо. Ben kulağım, пишем. Я рыжая, да. Ben kulağım. Ben hızlıyım. Смотрим на табличку и делаем все правильно, где есть соединяющее «й», где ее нет. Хорошо? И сохраняем гармонию гласных. Если есть губная, в данном случае губных нет, потому что нет в конце аффиксов, нет о, у. Sen kulaysın, y'sın, да? Сан да кула или куладыр. Поняли, да, друзья? Заполняем таблою, dostlar dolduruyoruz. Bu tabloyu dolduruyoruz. Hızlıyım,
Hızlıysın. Hızlı. Anladık mı dostlar? Burada bizim ro'muz bitti. Bu ro'muz daha çok bizim tekrarlayıcı bir урок oldu. Ama burada yeni nişanlıklarla da tanıştık. Этот урок у нас был больше повторительный, да, мы повторили уроки, пройденный материал. И тут прилагательные новые для вас. И, значит, наш аффикс, уникальные эти аффиксы, личные аффиксы, значит, они присоединяются к существительным, могут присоединяться к глаголам, прилагательным. И тот же аффикс является, то есть он не меняется. Ben kulağım, я рыжая. Ben dostum, я друг, твой друг. Ben doktorum, я врач. Видите, аффикс тот же. Аффикс не меняется, не зависит, то есть вне зависимости от слова, от части речи слова, к которому присоединяется этот аффикс, он, значит, он личный аффикс. И это, в принципе, легкость для нашего языка. Поняли, друзья, да? Хорошо, друзья, сегодня на этом наш урок заканчивается. Выучиваем, заучиваем новые прилагательные, новые слова и обращаем внимание на аффиксы, lичные аффиксы. Kalın sağlıcakla dostlar. Gelen uroklarda gene katılın da yeni temalara sizinle gideceğiz ileri doğru. Kalın sağlıcakla.